Уга-чака, уга-чака, уга. С вами снова Артем, и это мой обзор на самоделку Алва, персонажа по игре Blood and Glory, и Ареса, бога войны. Да, я сразу вам предупреждаю, что не надо писать в комментариях то, что Артем зачем-то так сделал, Ареса это не бог войны, богиня войны это Афина. Да, я читал в Википедии, Афина это богиня войны и мудрости. Ну, мудрости и войны, то есть если мудрости, мне кажется, идет первой, значит, все-таки мудрости, она более по главной, по мудрости. Почему, что мне вызвало, почему я захотел сделать эту самоделку? Один мальчик по бэт-пещере написал комментарий, сделай гладиаторов. Ну, это не совсем гладиаторы, но все равно что-то из такого вот той эпохи. Давайте перейдем вначале начнем с Алва, Blood and Glory. Сейчас я уже буду, когда мы с Мишей и Пашей снимали обзор на эту мини-фигурку, я не играл в эту игру, а сейчас я ее скачал в тот день, когда мы с ними были, и начал играть, и мне понравилось, и тогда мы с ними с ребятами сделали самоделку на первый костюм, а сейчас я сделал так, как он у меня. Давайте начнем с оружия. Оружие у него вот такое же, как предлагал Миша, только я покрасил который защищает руку, и вот эту штучку покрасил коричневым. И меч это Спата Эклипс. Это я выписал специально на листочке те названия того, что у меня есть. Дальше давайте вот шлем. Шлем точно такой же взял, который мы брали с Мишей и Пашей, только покрасил в черный цвет. Специально небрежно так красил, как будто он старый, то есть он не совсем новый. И шлем, это кто знает, это Харламок. Насколько я... Харламок, да. Нет, Харламак, по-моему, да. Харламак, но он третий идет, этот шлем. То есть вот такой, ну я знаю, не совсем похоже, но ладно. У нас такое вот лицо, такое небритое, со шрамом. То есть это я взял из Лего Бэтмена. Голое тело я покрасил мускулистое коричневыми ремешками. Вот так я сделал его броньку, взял ноги из набора по Звездным Войнам, как броньку. Одна рука полностью серая, одна серая с белой рукой. Щит это у нас Аквила Клипиус. Вот такой щит, это я взял щит из того набора паганганов, вот видна его обратная сторона, и покрасил спереди. Но мне все-таки больше нравится сбоку вот так вот. Мне все-таки нравится как-то больше вот этот. Он более прикольный, мне кажется, как-то выглядит. Но, однако, ладно, ничего такого нету. А броня это у нас Демолитор. То есть такая вот бронька. Сзади перчатки нету. Давайте перейдем к Аресу. Отложим нашего алого персонажа по игре Blood and Glory. Давайте перейдем к Аресу. Арес у нас вон там стоит. И сейчас я покажу также, что меня вдохновило. Меня вдохновил вот этот рисунок. Я рисовал, просто так захотелось мне нарисовать древнего какого-то бога. Я решила Ареса, посмотрел в Википедию. Вот так я его нарисовал. Да, я говорю сразу, Артем, не пишите в комментариях, Артем, что ты нарисовал. Арес выглядит не так. Я не смотрел в Википедии его фотографии. Я просто, выдумал, знаете, что есть такой бог. И выдумал, как его именно нарисовать. Вот так у меня получился. Все. Давайте теперь перейдем уже на Лего, саму мини-фигурку. Из чего, соответственно, обзор тоже так, был. Давайте мы ее поставим на подставку. Она у меня прыгает, бегает. Вообще не хочет вставать на подиум, так это назовем. Я все-таки ее поставил. И давайте приступим к обзору самой мини-фигурки. Так как видно у меня на картинке, у Ареса у меня вооружен луком, мечом длинным и кинжалом. И колчан тоже, но это не вооружение его, это просто так. И давайте перейдем к этим оружиям. Вот у нас меч, я взял обычный меч из серии Lord of the Rings, темный, и покрасил штучку, которая защищает руки, золотым маркером. Что касается его клинка,
Взял меч новый, который новой серии Castle, где они голубые. Отрезал вот так, сделал, ну, острие. И покрасил тоже штучку, которая защищает руки, золотым. Давайте теперь мы лук рассмотрим шлем. В принципе, у меня основа была эта мини-фигурки. Это из мини-фигурок. Это тот, насколько вы помните, мне кажется, что вы помните, это римлянин. Основное, да, вот у него так, ну, шлем такой же. Так, ну, типа ирокез, да, из такой ирокез, золотой шлем. Лицо Зейна из Ниндзяго. И как вы видите, как, если вам видно у меня на рисунке у него, поскольку он бог войны, я ему делал красные глаза, но на Лего это никак не влияет, потому что там очень тяжело делать красные глаза. И, ну, у него шрам на глазу, как если вы смотрите от меня, то на правом, и через рот. Также я сделал и у себя. Да, я согласен, не совсем ровно, но все равно я старался. Вот так вот получилось. Сейчас, надеюсь, то, что сфокусируется, потому что хочется вам показать поподробнее. Вот так получилось. Да, согласен, глаз немножко закрасился, но мне кажется, это все равно не влияет. Давайте мы снимем лук. Лук обычный, совершенно простой обычный лук, только вырезанная стрела. Колчан, что сейчас я сейчас сниму голову. Колчан, что у нас колчан? Обычный колчан, а стрелы покрашены золотым маркером. Так, ножки. Взял те же ножки от того же римлянина и покрасил коричневым. Типа, ну, это можно сказать как ботиночки, но лично я нарисовал сандали, так что я считаю это за сандали, но все равно, мне кажется, больше это похоже на ботиночки. Также вот такая вот юбочка, как вам видно. У меня тоже с такими штучками. Не, ну, наколенники я, конечно, это, ну, в принципе, мне кажется, прикольно их нарисовал, но их здесь просто реально места не было, негде рисовать. Если бы были ножки побольше чуть-чуть, то можно было бы попробовать, а так вообще негде. Вот здесь это уже где-то стопа, ну что, то есть, короче, просто было бы тупо. Смотрим руки. Да, он у меня желтый. Минус, мне кажется, ну просто ножки иначе бы никак бы не получилось бы использовать. Руки покрашены красным, как у меня и здесь. Ну, это, по сути, это не кровь. Ребят, это типа, он надевает красную такую футболку, и потом надевает броньку. Бронька на руки не заходит, так что вот так. Также здесь нарисован пресс. Безобразные мышцы, то есть такая майка, здесь вот такой коротенький рукав. Вот здесь, если вам будет видно, я нарисовал, то есть как вот здесь вот, такие, ну типа как на теннисе, надевают на теннисе, допустим, чтобы руку, мышцу не растянуть. Есть у него, ну это на самом деле такая защита на кисть. Есть у него золотая, здесь у него красная. Здесь тоже вот золотая, это правая рука его. Ну, или если смотреть вот так, то левая. А если его спиной, то это правая. Правая рука. Вот здесь такой тоже защитка. А левая рука, вы спросите, а почему же? Она же должна быть тоже красной, но почему она у меня золотая? Потому что она у меня золотая, ребят, потому что, ну, просто у меня золотой маркер, он более тоньше, ребят, чем красный. И поэтому я решил нажать золотым, а то может просто красный, ну, как бы, а то может просто красный слиться с красным рукавом. Ну вот, такая вот у нас самоделочка. Я даже не знаю, может быть, я сделаю видео, то есть небольшой мультик, как персонаж Алый дерется против Ареса. Такой, ну, кратенький мультик, но это понятно, мне кажется, вы знаете, кто победит, потому что победит, понятно, Арес, потому что он бог, а бог бессмертный. Ну и вот так. Но не знаю, может, я не сделаю, то есть я полностью то есть, ну, не буду говорить правду, потому что у меня на следующей неделе экзамены, то есть вообще будет мало времени на
видео из самоделки. Ну вот такие вот небольшие видео. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, как делал один мальчик, который попросил сделать самоделку на гладиаторов. Также у меня есть группа ВКонтакте, свой собственный лего сайт. Всем спасибо, пока, ставьте лайки, пока.